Здравствуйте, меня зовут Александр, и это передача «Студия 108». Сегодня герой передачи Петр Лундстрем. Петр Лундстрем – скрипач, виртуоз, выпускник Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Также закончил высшую школу музыки королевы Софии в Мадриде, класс профессора Захара Брона. Принимал участие в различных фестивалях в России, Японии, Китае и странах Европы. С 2018 года успешно совмещает концертную деятельность с должностью исполнительного директора творческой лаборатории Лундстрема. Петр, здравствуй. Здравствуйте, Александр. Рад видеть тебя спустя год. Вы у нас в республике не первый раз, но давай для зрителей 108 канала расскажем, что же такое творческая лаборатория Лундстремов. Ну, творческая мастерская, если говорить неформально, то это, конечно, такое объединение единомышленников, музыкантов. Если говорить более формально, в принципе, мы, конечно же, концертная организация. Но не только концертная организация, мы еще и консерватория, то есть образовательной деятельностью мы занимаемся. Концертная организация – это что такое? Это у нас есть свои собственные солисты, у нас есть камерный оркестр, у нас есть свое определенное расписание концертов, то есть мы ведем концертную деятельность. А также мы ведем деятельность образовательную. Ну, каждый из членов мастерской, у него и своя какая-то, естественно, жизненная линия. Многие из наших солистов и мастеров преподают в различных учебных заведениях, Московской консерватории, там, других вузах. Вот, а мы занимаемся, вот сфера наших интересов лежит в образовании музыкальном и в концертной деятельности, да. В 2022 году сейчас в каком составе вы приехали в республику? Мы приехали впятером, собственно, как и в прошлом году. Мы приехали впятером, 3 скрипки, фортепиано и виолончель. Но в этот раз, в отличие от прошлого года, у нас есть изменения. Потому что если в прошлом году у нас были только мастер-классы и один концерт совместно с Тувинским государственным симфоническим оркестром, то в этот раз мы создали вот так, как мы себе и представляем нашу школу, а вообще, что такое школа-фестиваль. Как раз это наш такой ведущий флагманский, как бы так сказать, проект, который совмещает в себе как раз и образовательную, и фестивальную составляющую. Для нас очень важно. То есть утром, условно говоря, и днем мы занимаемся с детьми, а вечером, каждый вечер у нас идут либо концерт классической музыки, либо какие-то встречи, лекции, беседы, либо там просмотр фильмов и так далее. Ну вот конкретно в Тыву мы привезли, вчера уже был концерт открытия, на котором мы выступали все вместе. Сегодня будет концерт ансамбля Лундстрем Трио, где будет исполняться музыка трио Шостаковича, трио Чайковского. Завтра будет мой сольный концерт с Марией Воскресенской. Будет встреча с замечательным писателем Андреем Геласимовым. Замечательный, настоящий большой русский писатель. И мы будем смотреть с ребятами и вместе с ним, общаться с ним и смотреть фильм «Билет на войну». Это фильм, посвященный 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Мы снимались там, в главной роли был, собственно, Андрей Геласимов, там были и мы с отцом, и там были студенты элит-института, где преподает Андрей Геласимов. И интересная идея фильма в том, что 21 июня 1941 года «Красная стрела», поезд 2355, который так и ходит, вышел из Москвы, из мирного города, а приехал уже в воюющий Ленинград. И вот идея была в том, мы в ту же самую «Красную стрелу» сели, и вот сидели в поезде и общались, и думали, а каково это, когда мы выезжаем, и ничего еще, никто не... мирный город, и ты едешь в поезде вот в 5 утра, да, ровно в 4 утра это происходит. И вот какое-то осмысление, мне кажется, что это будет очень интересно. Я надеюсь посмотреть и детям, и поднять какие-то темы, которые имеют значение. Кызыл, какой по счету город в этом году, который вы уже посетили? Ой, плюс-минус. Это прям сложно сказать. Ну, я не знаю, в десятке, наверное. Я думаю, ну точно, да. Не знаю. Курган, Донецк, там, Красноярск, Можайск, там, ну и всякие города Подмосковья. Ну, наверное, десятки, я думаю, да. Ты уже затронул в своей беседе, что первая часть – это индивидуальные открытые мастер-классы так точно. Лаборатории. И очень интересно, что ты думаешь вот по какому вопросу. Чаще всего проявляется тенденция в преподавании просто вот обычный пересказ какого-то материала без
показания личного примера. Вот как ты относишься к институту наставничества в образовании и вот в демонстрации личного примера обучающимся? Да, я немножко даже отойду в сторону, услышав слово «наставники». Надо сказать, что вот есть у Министерства культуры Российской Федерации есть проект «Культура для школьников». И они как раз внедрили там систему наставничества, 85 регионов, и у каждого есть свой федеральный наставник и региональные наставники. И вот наша семья, мы наставники Забайкальского края. Ну, логично, потому что там родился мой дед Олег Лунстром в Чите. Вот, это как раз к вопросу о наставничестве. Теперь, что касается, в принципе, этой системы. Ну, конечно, я уже говорил когда-то, что в одном из интервью, то, что для меня, конечно, педагог, учитель, это больше, чем человек, который передает какие-то компетенции, как сейчас умеют говорить. Конечно, для меня, и в этом смысле идеал для меня, это вот Леонид Лунстром, конечно, это человек, который показывает, в общем-то, даже примером не только на скрипке, а вообще в целом своим жизненным примером, как он себя ведет, что он делает, как он говорит, и вообще в целом своим личным примером он показывает то, как должно быть. Он учит не только скрипача, он учит человека. И для меня это имеет большое значение. Я, кстати, себя не считаю таким педагогом. Я, скажем так, топ уровня ассистент. Потому что я как раз могу передать такие вещи, которые на самом деле мало кто может. Но это спасибо большое моим учителям. Это не я такой потрясающий. Я представитель школы Захара Брона, собственно, про которого тоже упомянул. И вот эта вот школа, как бы я понимаю, о чем идет речь, и могу это передать каким-то образом. Но, безусловно, мне еще и расти и расти. Я не мой профессор, я не Леонид Лунстром, потому что это профессора с большой буквы. К этому нужно стремиться. Вот. Ну а вообще в целом, конечно, личный пример все равно имеет значение, когда ты можешь показать все. Это тоже с точки зрения ремесла. Потому что ремесло тоже имеет значение, конечно же. Вообще, один из наших девизов, у нас два девиза в нашей мастерской. Один из них — это сопротивление через созидание. Вот. А второй — это патриотизм через профессионализм. Вот истинные патриоты своего отечества — это те, кто умеют, кто делают и применяют это. Вот. Они мы просто стараемся. говорят. Ну, в принципе, да, конечно. Вообще, конечно, у нас все мы люди, как бы не бывает такого, что там у нас ничего не расходится, но хотя бы нужно стремиться к тому, чтобы слова с делами не расходились, разумеется. И это касается и ремесла в том числе, конечно. Можешь коротко рассказать о своей методике проведения мастер-классов? Да, ну, на самом деле, я вот сейчас, когда занимаюсь здесь особенно, ну, во-первых, безусловно, это зависит от уровня человека, от вот ступеньки, развития, на которой он находится. Но в целом, как я уже сказал, я вот представитель педагогической, я защищал в аспирантуре диплом на тему педагогической системы Захара Брон. Вот, она, ну, я не буду утомлять слушателей, но она, в принципе, строится на универсальных принципах, которые на той универсальной, что они подходят для гаммы, для этюдов, для концерта Чайковского, Брамса и вообще везде в принципе. Это база. Вот у профессора Брона есть такая замечательная, очень красивая фраза, кредо его: «Развитие божественной индивидуальности на базе бескомпромиссного профессионализма». Вот. И, ну, тут есть, точно звучит как кредо. Да, на самом деле, тут я могу долго об этом рассуждать. Есть тут и некоторые вопросы, вот, связанные с тем, что иногда бескомпромиссные профессионалы, они настолько бескомпромиссные, что уже никакой божественной индивидуальности там уже нет, потому что все бетоном залили, понимаете? Вот. Вот. Но тем не менее, факт остается фактом. Вот, профессионализм, принципы, на каких строится, в принципе, извините за тавтологию, постановка рук, правой руки, левой руки и так далее. И я вот здесь вот начинаю заниматься с детьми, вот они что-то приносят, я даже наоборот перехожу на как бы более низкую ступень. Мы занимаемся по пустым струнам, мы занимаемся гаммочками, да, потому что на гаммах я могу показать вот эти вот принципы, которые потом мы переносим на уже программу. Вот, поэтому, да, у меня он в этом смысле универсальный принцип преподавания. Вот, например, у Леонида Игоревича он совершенно другой, это ужасно интересно приходить и слушать, и смотреть, учиться, каким образом он приходит, потому что он с других сторон совершенно заходит. Но в этом, можно сказать, наша сила, потому что у нас очень разнообразные и разные педагогические методы у всех. С годами ты как-то меняешь подход, какие-то новые методики преподносишь? Да, разумеется, во-первых, так или иначе оттачиваются
какие-то, ты уже понимаешь больше, как подойти здесь, как подойти к этому человеку, как здесь развернуть руку, безусловно. А что касается новых методик, то, ну, я уже тут сказал про то, что я топ-уровня ассистент. Вот, безусловно, я думаю, что с годами у меня будет вырисовываться своя собственная какая-то микс из всего того, что я знаю. Вот. Но это неизбежный процесс, мы должны развиваться бесконечно, иначе мы идем назад. Немножко технологий затронем. Ты следишь за успехами своих учеников помимо вот какого-то кратковременного времени обучения? Да, но тут нужно сразу сказать, что я не преподаю нигде, в отличие, ну вот Леонид Игоревич 30 лет преподает, и сейчас он преподает в институте Шнитке, и у него как бы целые ученики всех уровней, в смысле, и колледж, и вуз и так далее. Я не преподаю в вузе, и в ближайшее время я не планирую, просто потому что у меня на самом деле нет по-хорошему на это время. У меня есть один ученик, на самом деле, и ну, два там. Я могу заниматься с учениками отца, если он просит меня. Но я, например, даже не беру частных учеников, просто у меня нет времени. Ну и потом у меня, безусловно, сфера моих интересов в какой-то степени шире даже преподавания. Вот. Поэтому... Хочется еще спросить, как ты относишься к методикам преподавания онлайн? Твое личное мнение? Мое личное мнение, оно, конечно, отрицательное в целом, понимаете, но из любого правила есть исключение. Вот, например, если с тобой хотят заниматься китайцы, например, я не знаю, которые сидят в Шанхае в этом ужасном идиотическом ковидном концлагере, я не знаю, они хотят со мной заниматься, и, не знаю, готовы за это платить деньги, то, собственно, почему бы и нет. Но это я сейчас, конечно, шучу, но в каждой шутке доля шутки. Конечно, это все не сопоставимо абсолютно. Ты не можешь показать, ты не можешь почувствовать, ты не можешь... это несопоставимо. Для каких-то вещей это применимо. Если ты уже, например, знаешь человека, да, и ты можешь послушать ему, дать какие-то общие наставления, там, да, там, не знаю, по фразе, какие-то музыкальные вещи, и то вот все положительные моменты, о которых мы говорим, вообще возможны в идеальных условиях. То есть, когда у тебя гениальная связь, у тебя правильно потом какое-то приложение, там, я не знаю. Ну, отличный звук. Да, ты понимаешь, в принципе, в большинстве случаев это почти невозможно. Даже чисто технически. Но если даже это технически будет возможно, я никогда не буду сторонником цифровизации в этом смысле. Это живое искусство, оно передается из рук в руки в прямом смысле, не через экран. Финальное по поводу образования. Еще раз отмечу, что в Кызыле вы с летней школы Луцеров не первый год. Кого-то из учеников наших республиканских ты для себя отмечаешь успехи, прогресс? Да, безусловно, безусловно. Ну вот, например, здесь сегодня у меня была девочка, по-моему, 11 лет, Жанна ее зовут, не помню фамилию. Очень талантливая девочка с прекрасно поставленными ручками, даже ей 10 лет. И это очень хорошо, потому что очень сложно исправлять какие-то вещи. Намного сложнее, чем с нуля строить. И вот у нее, например, прекрасные ручки. При этом, если ты что-то ей говоришь, она тут же схватывает. Очень, очень интересно. Они все молчаливые почти. Но схватывает она очень быстро. И есть и другие ребята, опять очень талантливые, безусловно, которые растут. Вот виолончелист один, Айсумир Хертек, он приезжал к нам на нашу базовую школу под Можайском, тоже вместе с своим педагогом. Тоже очень талантливый парень. Вот, так что, конечно, да. Давай немного подробнее уделим в нашем разговоре времени вашей концертной программе. Она как-то отличается от той, что была в прошлом году? Ну, разумеется, мы не привезли бы такую же программу, это во-первых. Во-вторых, в прошлом году все-таки именно концертной программы не было. То есть был один концерт, как я уже сказал, с симфоническим оркестром. А в этом году это прям полноценно. Вот у нас 3 концерта, плюс закрытие приедет совершенно выдающийся пианист, народный артист России, профессор Михаил Воскресенский, профессор Московской консерватории, который даст сольный концерт, что, в принципе, для Кызылы это вообще уникальное явление. Потому что сольный концерт концертирующего пианиста. Человек, которому 86 лет, секундочку, который, тем не менее, до сих пор путешествует по миру с гастролями, только что вернулся из Мексики и так далее. Это один из последних магикан, человек, который со всеми дружил, там, с Шостаковичем, со всеми остальными. Это, да, особое это не явление. Только для Кызыла было бы событие. Безусловно, да, безусловно, именно так. Что касается нашей программы, то вот вчера был концерт открытия, и мы играли такую своего рода сборный такой концерт, и с какими-то
ну, наиболее интересными, знаешь, такими вещами. Мы играли и Баха, мы играли и там Глиера Бартака, при этом мы играли Кинденбиля и Владимира Току, Ростислава Кинденбиля, с большим удовольствием. Надо сказать, что это действительно замечательная музыка. И я, конечно, честно говоря, поражен, что действительно, насколько я понимаю, мы играли впервые эту музыку за 20 лет, что ее вообще не играю. Конечно, мы об этом будем говорить. Можно и нужно ее играть здешними силами, и, в принципе, вот старшие ребята на это вполне способны. Обязательно нужно. Замечательная музыка, действительно, тувинских композиторов. Вот, поэтому, да, это было вчера. Сегодня, я уже тоже сказал, будет концерт трио. Это так называемый концерт «Метаморфоза русской жизни», к трио Чайковского, памяти великого художника, в котором Чайковский, можно сказать, писал он памяти своего друга, а получилось в итоге, как будто это памяти Великой Империи. Потому что он написал это в 1981 году, в 1900, естественно, да. А через 30 лет империя распалась, рухнула. И вот эта вот музыка, она невероятна. Нам вторая часть — это такая итальянская жизнь Российской империи. То есть какие-то невероятные вот красоты, вот это, знаешь, балы, лакеи, юнкера и вальсы Шуберта. Но только в потрясающем, гениальном исполнении, действительно, это вот. А первая часть — это плач и рок. Ну, в общем, это гениальная музыка. Я приглашаю вас, между прочим, прийти. Постараемся уделить время. Серьезно, да. А во втором отделении будет трио Шостаковича, а это убийственное произведение, которое меня каждый раз убивает, но тяжело слушать каждый раз. Это просто вот 20 век. Просто квинтэссенция всего того, что было в 20 веке. Всего. И это, конечно, музыка совершенно... Я говорю, вот родители всегда играют после трио Шостаковича в конце одну часть из трио Моцарта. Потому что Моцарт, он как какой-то, я не знаю, бальзам, который, вот эти вот раны, которые наносит Шостакович, гениальная музыка, но раны реально, вот такие кровавые, он их лечит. Терапия музыки. Вот, так что это очень интересно. А я сыграю, завтра у меня будет сольный концерт, я сыграю фантазию Шуберта с Марией Воскресенской, мое любимое произведение вообще, и сонату Франка. Все будет проходить на территории Тув-Госфилармонии. Так точно, большой зал Государственной филармонии. Есть мнение, что профессионализм вот при учете всех его составляющих проявляется еще и тогда, когда твои кумиры становятся твоими конкурентами. Как ты относишься к этому выражению? Ну, дело в том, что я не очень люблю, наверное, может быть, в чем-то это так, безусловно, но мне не нравится слово «конкуренция», хотя она, безусловно, существует, наверное, но мне не нравится слово «конкуренция» по отношению к музыке. Нужно иметь в виду, что музыка — это не спорт. Это не спорт. У нас существует индустрия конкурсов, которая максимально близка к спорту, но за исключением того, что там нет критериев. Понимаешь? То есть в спорте, если ты быстрее, ты выиграл. В музыке это не так. Там такое бесконечное количество деталей, критериев, и у каждого они разные, что конкурс честными не бывает почти никогда. Причем дело даже не в обязательно коррупционной составляющей, что не обязательно. Хотя и она тоже присутствует, все это все понимают, но не обязательно в ней. Сидят люди с кардинально противоположными критериями. Как они могут договориться? Понимаешь, если ты там по фигурному катанию, даже по фигурному катанию споры ведутся, понимаешь, потому что не до конца понятно, вот как бы, где там снимать. Бег понятно, плавание понятно, музыка. Ребята, на самом деле, конечно же, в музыке места хватает всем по-хорошему. Цветущая сложность. Пусть цветут все цветы. Вот. Я против такого рода, как бы, понимаешь, конкуренции. Конкуренция может быть только, давай, не конкуренция, какое-то нужно слово подобрать. Сотрудничество, сотворчество. Какое-то должно быть а не кон. Понимаешь? Вместе они... Вот мы, например, вчера играли, каждый выступал каким-то. Мы играли с Полиной, с моей супругой, замечательной скрипачкой, дуэты. Зал был там в радости, понимаешь, по этому поводу, да. Родители играли трио. Мы с отцом играли двойной концерт Баха. Там, я не знаю, потом мы играли квартет Кинденбиля, все равно это, конечно, самое, то, что больше всех понравилось. Браво, вообще сорвали аплодисмент. Это своего рода конкуренция, но это конкуренция радостная, без проигравших, вот, понимаешь? Вот. А так, ну, слушай, ну, как-нибудь в другое время можем
пообсуждать там уровни карьеры, там, вот это все тоже, знаешь, это... Я на самом деле к чему веду? Не к профессионализму именно и конкуренции именно как музыкант-музыкант. Медленно мы подошли с тобой к тому, что как раз ты являешься еще и исполнительным директором. Это и ответственность за коллектив, и, скажем так, не будем честными, и поиск хлеба, скажем так, для работников. Ты вот для себя определяешь, что вот есть, к примеру, допустим, схожие какие-то школы, либо объединения музыкантов, которые занимаются тем же самым, и вот смотришь, ну слушай, вот этот проект у ребят получился классно. Да, конечно, да, и в этом смысле, безусловно, наоборот, конкуренция должна, конечно, поощряться, безусловно. Конечно же, я вижу условных весьма конкурентов, и я подмечаю, какие сильные стороны у них, какие у нас, чем мы отличаемся, но это очевидные вещи какие-то. Конечно, да. Вот, опять же, нужно сказать, что все-таки мы так или иначе не коммерческая организация, у нас нет зарплат у каждого. Вот, но именно, тем более, поиск хлеба, безусловно, имеет значение. Ну, все, будем только вперед идти. В управлении коллективом какая у тебя самая амбициозная мечта? Хороший вопрос. Но на самом деле я перед собой ставлю глобально несколько целей, одна из которых это запуск, то, что мне пока не удается найти на это возможности и временные и так далее, запуск системной концертной деятельности каждого из солистов, таким образом, чтобы вообще у нас, в принципе, в России это не развито понятие вот менеджеров именно в искусстве и концертных организаций. У нас есть филармонии, это такая советская структура, в хорошем смысле, у них есть своя материально-техническая база и так далее, они там кого-то между собой общаются, кого-то приглашают. Но вот так, чтобы концертная организация, которая берет себе солистов по европейскому методу и их продвигает везде, вот, в принципе, безусловно, я хочу такую организацию создать. То есть только лучшие, но и близкие по духу, конечно же. И вот развернуть эту системную деятельность по всей стране, как минимум. Ну, а уже потом уже можно посмотреть там, Европу я вообще не рассматриваю, естественно, и там Китай и все остальное. Ну, вот, например, если говорить про совсем амбициозные цели, я, конечно, не знаю, что там будет в Китае с ковидобесием, может быть, они там и как бы останутся навсегда закрыты, и мы туда не попадем. Но, в принципе, еще 2 года назад нужно понять, что Китай — это сумасшедший огромный рынок с невероятной, потрясающей индустрией, то есть там залы такие строятся, которых нигде сейчас не строятся. Вот, может быть, на Эльбе филармонию построили, потрясающе. А так, в принципе, в Европе залы больше не строятся, а в Китае не строятся постоянно. Причем лучшие архитекторы, лучшая акустика. И это совершенно неизведанный рынок вообще для российских музыкантов, даже с топ-карьерами. Даже там Гергиев, Мацуев, они, в общем-то, существуют вне этого рынка. Вот, поэтому в этом смысле интересно. Ну и, конечно, нам вообще хочется влиять на то, что происходит вокруг. И вот на это мы будем основные усилия, так сказать, направлять. И нам очень важно сотрудничество именно с регионами. Вот Москва, разжиревшая, условно говоря, да, которую я очень люблю, это мой любимый город, и я всю жизнь там буду жить, если ничего не произойдет, да. Но она, конечно же, перенасыщена абсолютно всем. А в регионах такое огромное количество талантливых людей, еще раз, по-настоящему талантливых людей. И мы очень хотим развивать связи именно с регионами. И еще раз говорю, культурная элита, нам нужна культурная элита. Ты на самом деле в начале ответа на вопрос вот прям с языка мой следующий снял. Я хотел немножко перенестись перед тем, как озвучить вопрос в историю, представить 1934 год. Тогда еще русский, можно сказать, что станция город Харбин. Да. Откуда начинался путь твоего знаменитого родственника, да? Да. А именно Олега Леонидовича Лундстрома, в дальнейшем известного как король джаза на Дальнем Востоке. Я это к чему? Китай с 90-х годов проявлял огромный интерес к нашим отечественным музыкантам, особенно в области джаза и классической, и камерной музыки в том числе. Вот и хотелось с тобой поговорить. Сейчас взаимодействие с Китаем мешает только лишь вот их ковидная обстановка. Ну нет, конечно, не только. Мне лично мешает только это, в принципе. Вот. Нет, конечно, с китайцами, опять, у меня даже нет, хотя я жил в Китае какое-то время и даже выиграл там конкурс в 2014 году на станции Харбин, ровно через 80 лет после организации оркестра Олега Лундстрома, я был как раз в Харбине. Конечно, у китайцев особенный совершенно менталитет, нужно его хорошо понимать, они очень жесткие, в принципе,
люди, и воспринимают они тоже только жестких. То есть, если ты пытаешься с ними найти какой-то компромисс, они считают, что это слабость, например. Да, ну ладно, мы сейчас это не будем обсуждать. На самом деле, слушай, на самом деле интересный вопрос, сложный, нужно его поразмышлять. Почему? В принципе, потому что никто так и не зашел в Китай, вот так по-хорошему. Я не могу ответить, нужно осмыслить еще этот вопрос. Это интересно, это интересно. Я бы хотел только на одной вещи остановиться. Вот ты упомянул Олега Леонидовича Лунстрома, который в 1934 году основал оркестр в Харбине, и вернуться вот к нашему девизу «Патриотизм через профессионализм». Вот для меня на всю жизнь примером истинного патриотизма, не на словах, а на деле, является Вернуться как раз назад, оставить все в Китае, именно вернуться так, да, в именно Россию. так. У меня является именно оркестр Олега Лунстрома, и вот они конкретно, мой дед Игорь Лунстром, его брат Олег Лунстром. Это люди, которые в 1941 году полным составом подали заявление на фронт, и потом подали в 1943-м. Их оба раза, можно сказать, спас консул. Спас в том числе не от фронта, а он сказал, там как раз сейчас разоблачили каких-то троцкистов, там что-то в таком духе, их бы просто могли, как японских шпионов, да, убрать. Так вот, несмотря на это, за время войны они все выучились на другие специальности. На инженеров, если не Мой дед был инженер-строитель, Олег Лунстром выучился на архитектора, и они потому что знали, что нужно будет восстанавливать страну. И в 1947 году, когда объявили в СССР, так сказать, амнистию, что мы всех принимаем обратно, они сели на пароход, на паром, точнее, который отправился в порт Находку. Вот. И жены их рыдали, оркестр. Я, по-моему, тебе уже рассказывал это. Они реально рыдали, потому что они разъезжали в Шанхае на Бьюиках, они были реально королями джаза Дальнего Востока, у них было все, они были первым коллективом в городе, а там коллективов было масса. Это был огромнейший мегаполис. Конкуренция бешеная. Дальневосточный. Да, совершенно верно. В этом смысле как раз конкуренция бешеная. И они ее выиграли. Там был Бак Клейтон, гениальный тоже американский джазист. Вот. Но вот имея все, они отправились на самом деле в никуда. Потому что они не могли жить без родины. И это не пафосные слова. Но они могли жить без... Они реально не могли. И они туда отправились и попали в Зеленодольск. Это город под Казанью, где они жили всем составом оркестра за ширмой кинотеатра. Все вместе, вот так, ширмочкой, там, все они жили. И никто из них никогда не жаловался. И никто не был антисоветчиком никогда. Вот. И дядя Олег даже шутил, что в 90-х годах, что в одном из интервью, по-моему, тоже я уже тебе говорил, что мы от капитализма сбежали в 1947 году, а он нас здесь догнал. Вот. Так что вот я стремлюсь к этому. Несколько финальных вопросов. В одном из твоих интервью, одному электронному издательству, ты сказал, что каждый родитель в воспитании ребенка должен попытаться привить любовь к чтению. Вот за последние года что сам посоветуешь прочитать ученикам, возможно, нашим телезрителям? Нет, я думал, ты спросишь меня, что ты за последние годы сам прочитал. Ну, возможно, и так. Врачу исцелися сам, знаешь, Да, такое выражение. да. На самом деле, и что касается меня, для меня, например, большая проблема, что я, в общем-то, весь мой основной такой поверхностная моя эрудиция, очень, очень широкая, но поверхностная, она была сформирована вот за счет того, что лет до 19-20 я просто читал, просто постоянно, абсолютно и очень быстро, и очень большой объем. Потом у меня появился первый компьютер, я уехал в Мадрид, начали заниматься, там, гулять, там, в таком духе. Я стал читать кардинально меньше, это правда. И у меня лично, у самого, я вот тут, извините, зашел там вымыть руки в тайную комнату, да, я обнаружил там, значит, сидящих господ тувинцев, которые сидят, значит, играли, значит, вот. И это проблема и для меня, причем проблема, в первую очередь, конечно, это соцсети, которые занимают безумное количество времени, сил и, мягко говоря, процентов на 75 абсолютно бесполезно, даже если ты ведешь какую-то деятельность общественную. Вот. Тем не менее, у меня в списке, нет, в моем списке для меня, у меня стоит, например, так, Пир Платона я уже прочитал, Декарт, Этика Спинозы, почему-то вот Маятник Фуко мне, Умберто Эко, хотя я сам никому не советовал бы, но у меня в списке записано. Я просто совсем недавно мы обсуждали, как бы что. Если же советовать что-то, то я посоветую две вещи. Во-первых, да, вот как раз интересно, в этом году исполняется 85 лет со дня рождения великого русского писателя Валентина Григорьевича Распутина. Я не могу посоветовать, наверное, читать это детям,
То есть посоветовать я могу, но монетизировать не буду. Но прочитать это даже взрослым просто необходимо. «Прощание с матерой», «Последний срок». Это, ну, вот, почерк, да, но это вот монументальное произведение русской литературы. Что бы я посоветовал кому угодно прочитать, опять же, в этом же году, и тоже, если не ошибаюсь, 85 лет, тоже потрясающему писателю Юрию Казакову. Это по-настоящему гениальный писатель, который написал очень мало за свою жизнь, но он не написал ни одной лишней буквы. Его рассказы, они до слез пробивают просто абсолютно, ну вот, мне хочется их перечитывать и перечитывать. Я вот советую всем, и тебе, кстати, советую, может быть, для себя открыть, потому что они небольшие, все эти рассказы. То есть это как раз не монументальные произведения. Но это невероятная, действительно, литература. Просто и удовольствие ты получаешь, и глубокие какие-то эмоции чистые. В общем, как-то так. Творческим коллективом, к которому вы приехали в Кызыл, заняты вы безумно много. По 12 часов и поймать вас практически невозможно. Но, чтобы наши зрители понимали, интервью с Петром мы пишем в его обеденный перерыв. Петр, удастся ли выкроить какое-то время, чтобы посмотреть на красоту Тувы в этот раз? Ну, слушайте, мы очень надеемся. На самом деле, все-таки, конечно, не 12 часов мы заняты нужно будет. Мы заняты до 3 часов дня, и потом вечером концерт, как бы. Но действительно, мы очень надеемся. Во-первых, приедет Михаил Сергеевич Воскресенский. Конечно, мы хотели бы показать ему Алдын Булак, как минимум. Вот. Не хватает у нас времени. В следующий раз мне нужно будет продавить в райдере какой-то свободный день вообще полностью. Лучше 2. Да. И поехать. Мы, например, страшно хотим попасть вот к тем русским старообрядцам, староверам, которые пришли в свое время, да, в Кызыл, я даже не помню, когда, вот, то есть когда, во время, скорее всего, раскола Никоноса. Естественно. И они до сих пор живут вот этой вот общиной, сколько, 300 лет уже. И это очень интересно. Очень Много хочется. из их потомков сейчас в городе живет. Вот, но очень интересно. Ну и финальные твои пожелания нашим зрителям. Ой, ну, на самом деле, извините, что так, может быть, не позитивно, но зато это реальность. Вот мирного неба нам над головой. Мира, потому что мы за мир. Петр, спасибо большое, что выделил время на запись интервью, и безумно был рад тебя видеть, и успехов вашему творческому коллективу. Спасибо большое, очень приятно.